Последствия того, что Хвост сбежал, не заставили себя ждать. От страха расправы от бывших друзей он направился в Албанию и разыскал своего властелина, который пребывает отнюдь не в лучшей физической форме. И чтобы не стать закуской для Сириуса, ну или там кота Гермионы, Питер снова начинает преданно служить Темному Лорду. Какова воля тени? Вместе с Хвостом шестерит еще и другой прислужник Барти Крауч, сыночек местного крутого чиновника, которому родители помогли сбежать из Азкабана, но в фильме об этом ни слова. Перетопчитесь, лучше смотрите, как мы умеем кривляться, да на то, как Гарри и Миртл купаются вместе. Темный лорд просит собрать свою ОПГ снова в кучу и отправить им черную метку. Кроме того, Хвост еще и пытает одну даму из отдела министерства по организации всяких там соревнований. Этот факт тоже решили вырезать из фильма, но об этом позднее. К слову, под замес случайно попадает несчастный дворник, который присматривал за поместьем Редлов. И это все в ночном кошмаре видит избранный в норе у семейки Уизли, хотя тут выкинули огромную главу с Дурслями. В этом фильме вообще лор нещадно порезан, поэтому мне придется делать все самому и восстанавливать справедливость. На деле рыжая ОПГ появилась в доме Дурсли и разнесла его, попутно добавив к ампутированному хвосту Дадли еще и огромный язык. И все это, чтобы забрать Гарри на чемпионат мира по квиддичу. Магловед тащит всю эту бригаду на встречу с другим министерским чиновником Амосом Дигори, отцом того самого ловца из Пуффендуя. И тут благодарность режиссеру, что он сделал из Амоса адекватного человека, а не самодовольного болвана, каким он был в книге. И так как здесь есть уже уверенная роль второго плана, Седрика играет известный многим вампир. Ребят знакомят с порталами, они перемещаются в городок для участников и зрителей, и у многих, не читавших книгу, встает вопрос, а кто поставил для них эту палатку? Либо из-за экономии, либо из-за спешки вырезали достаточно важного персонажа Люда Бэгмана, который и организовал этот чемпионат и был связан всю книгу с турниром трех волшебников. Ребята залазят в палатку, и переводчики решают сделать Гарри куда глупее, чем он есть на самом деле. В дубляже он озвучивает следующий бред. Это волшебство. Хотя на деле он говорит, что обожает волшебство. I love magic. На стадионе бригада встречает семейку Гламура, и Малфой-старший ведет себя как еще больше говнюк, чем он был в предыдущей части, когда инициировал казнь Клювокрыла. Наслаждайтесь жизнью, пока можете. И говорит это он с такой уверенностью, будто у него все хорошо в отношениях с Волан-де-Мортом, хотя тот и сам не против выпустить ему кишки, ибо Люциус крыса похлеще Петтигрю. Какой же он тупой. Матч нам не показывает, хотя в книге близнецы сделали ставки на победу Ирландии, но при условии, что Снитч все равно поймает лучший ловец в мире болгарин Виктор Крам. И так все произошло, из-за чего Люда Бэгман задолжал близнецам а потом еще и расплатился с ними лепреконским золотом, которое имеет свойство исчезать. В любом случае, после победы Ирландии начинается алкозамес. На палаточный городок нападают пожиратели смерти. И министерство полные валенки по вопросу обороны, такие же, как Дамблдор. Ничтожная кучка придурков. Когда здесь должны стоять десятки морских котиков, агентов британской разведки и мракоборцы, дюжина пожирателей смерти устраивает без каких-либо препятствий Содом и Гоморру. Кажется, веселье началось. Вот это пирушка так пирушка. ОПГ сжигает палаточный городок, а Гарри, который не совсем координированный, падает и теряет сознание. Очнулся он только тогда, когда Мажорик отправил черную метку Змеелика в небо. Друзья находят избранного, а после на них сразу нападают мракоборцы. Силовые отряды. Элитный спецназ. Ах, вот теперь против трех школьников, которые только что закончили третий курс, вы вшестером уже крутые. Что-то мы вас не заметили, когда пожиратели сжигали аж целое поселение. Те еще гонят на школьников, что они наколдовали черную метку в небе. И если в фильме можно сказать, что они больные, и Гарри должен был возразить: «Слышь, Крауч, ты мне что тут дело шьешь? Где доказательства?» То в книге все было вполне обосновано, ибо эльфийка Винки, рабыня дома Крауча,
случай украла у Гарри палочку, а уже его палочкой была создана та самая метка. Но, как мы помним из прошлого фильма, кумовство Дамблдора и Министра магии – великая сила, и дело в любом случае замяли, даже не наложив административный штраф. Школьники отправляются в Хогвартс, и в фильме прошло только минут 10, а для книги это было аж 10 глав. И у меня к режиссеру вопрос. Ты чего, рехнулся? Махни ромашки от нервов. В школу мгновенно, а не под Хэллоуин, прибывают две делегации из Франции и Болгарии, чтобы помахаться в удивительном событии, где каждый школьник может пасть участью храбрых – турнир 3 волшебников. Такое не каждый день увидишь. Турнир не проводился последние лет 200, потому что уж слишком много учеников плохо заканчивало, вроде предыдущего профессора на должности Хагрида, который захотел проводить время с оставшимися конечностями. И в этом году как раз таки пытки хвоста служащей министерства дали толчок тряхнуть стариной. А задуман этот турнир, чтобы подставить нашего избранного и доставить его к темному лорду. Фишка в том, что в этот раз Волан-де-Морту нужна кровь конкретно Гарри, но об этом поговорим, когда придет время. А пока начинается реализация маразматического плана, который придумали хвост с Волан-де-Мортом. Суть в том, что в результате подставы Гарри нужно будет трижды участвовать в смертельных соревнованиях покруче игр в кальмара, при этом не отбросить копыта и уже тогда попасть в лапы к хвосту и змеелику. И даже если нужна кровь Поттера, в любом случае непонятно, в чем была проблема отправить под оборотным зельем своего человека, чтобы тот втихаря сделал Гарри немножко неживым, а потом уже сцедил у него немного крови в пробирку. Но в угоду сюжета Дамблдор, приветствуя гостей, говорит про Болгарию как про север, хотя эта страна куда уж южнее Британии, да более того является доступным по сравнению с Турцией туристическим курортом. А теперь наши друзья с севера... Этого бреда в книге не было, там Дамблдор встретил судно Дурмстранга и их директора, бывшего пожирателя смерти Игоря Каркарова. Убежденный фальшивомонетчик, государственный преступник, сволочь. И, кстати, такая встреча явно не по душе Снейпу, который тоже написал заявление по собственному и решил держаться подальше от этой шараги под названием «Пожиратели смерти». А что, его и Дамблдор хорошо кормит, и встреча с бывшим сослуживцем ему даром не нужна. Но Каркаров будет приставать к Северусу и тыкать в него своей татухой весь фильм. Объяснить правила турнира собирается Барти, вот только в зал заходит новый преподаватель. Ведь проклятие Волан-де-Морта продолжает действовать, и из-за Снейпа единственного адекватного учителя выгнали. И Аластер Грюм не только выглядит как будто вылез из ада, так еще и его имя звучит похоже на Аластора, греческого демона отмщения, что идеально описывает характер персонажа. Половина заключенных Азкабана пойманы им. Потолок, правда, как-то странно реагирует на нового педагога, но Мститель успокаивает небо. А в правилах сообщают, что Для всеобщего блага. ни один несовершеннолетний школяр не может принять участие. Несовершеннолетним вход запрещен. Многие школьники во главе с братьями Уизли, которые не добрали годка другого, говорят, что это беспредел и грозятся начать революцию. Но новый Дамблдор отвечает: Ты что так базаришь, а? Где беспредел? Где беспредел? ладно, на самом деле он косплеит своего предшественника и просит заткнуться. Любой совершеннолетний, кто хочет участвовать, должен бросить в кубок огня свое имя. Победитель получит вечную славу, ну и еще денежек подкинут. Далее мы переходим к единственному уроку в этом фильме. Неадекватный учитель решает обучать детей 3 непростительным заклинаниям, за которые отправляют в тюрьму Азкабан. А называются они так. Потому что они непростительны. В принципе, логично. В общем, нельзя подчинять волю людей, нельзя пытать людей и нельзя делать их не совсем живыми. А вот удалить кости или разрезать будто мечом, что по факту тяжкие телесные, это можно. Главное, чтобы процесс был обратим и даже не кинут иск. Учитель демонстрирует шоу с пауком, на которого наложил подчиняющее заклятие, что многих веселит. Потом, так как профессор Стебель успела отметить невероятные успехи Невилла в гербологии, учитель пристает к нему с заклятием Круциатус, от которого сошли с ума его родители. Гермиона требует прекратить это, и Мститель задает вопрос
вопрос насчет последнего заклинания, но в отличие от книги, она отказывается его назвать. Тогда Гарри видит зеленую вспышку, от которой и погибли его родители, а Грозный Глаз выдает, что выжил после такого только один человек, который сейчас в этой комнате. Кстати, он снова выпивает из своей фляги, он весь фильм будет мучиться от жажды, наверное, после дальней дороги. Ну, вас после долгой дороги не мучает жажда? Дед идет к Невиллу извиниться и просит его попить чайку с ним, чтобы дать книгу о всяких там прокачанных растениях. Тут, к слову говоря, устранили целый подсюжет с домовыми эльфами, которые готовят еду на кухне. Ибо, согласно правилам местного мира, невозможно создать себе еду из ничего. Это было бы нарушение закона принципов трансфигурации. Еда действительно появляется из воздуха, но ее призывают, а готовят ее домовые эльфы, из-за чего в книге Гермиона отказывается от еды, которую готовят рабы, и основывает свое движение за свободу эльфов. ГАВНЭ. Одно только название нашему зрителю веселит уши. Одним из таких эльфов стал Добби, которого в этом фильме полностью вырезали вместе с Людо Бэгманом, но пасхалочка, которую могли заметить только те, кто читали книги, осталась еще перед чемпионатом по квиддичу. Сам квиддич в школе, кстати, на весь год будет забыт, как раз из-за турнира. Боже мой! Да всем насрать! А пока шестой курс дурачится и пытается обмануть Кубок Огня, ибо Дамблдор провел возрастную черту для совершеннолетних, но уникумы с шестого курса пытаются пролезть, за что им то и дело выращивают бороды, отчего у мадам Помфри сдают нервы. Одними из таких жертв становятся близнецы Уизли, которые абсолютно непонятно зачем начинают драться, хотя в книге бороды их повеселили. И, кстати, при съемках пострадал сам режиссер, который в довольно уважительном возрасте полез драться с минимально подкачанными близнецами, из-за чего они случайно сломали ему пару ребер. Я окружен идиотами. Вот только вопли и крики в зале стихают, как только в помещении заходит альфа этого сериала и предлагает Кубку свою кандидатуру. Тянуть дальше некуда, уже не за горами выборы чемпионов. И из Хогвартса выбирают вампира, из Франции Полу Вейлу Флёр де Лакур, а из Болгарии того самого ловца Виктора Крама. И все замечательно, только один победит, поднимет кубок победителя, да вот только Кубок Огня как заискрился, да как выбросил имя избранного, что весь зал сразу и затих. Ибо, спойлер, кубок заколдовали так, чтобы он выбрал участника из 4-й школы вместо 3, а оттуда был только один претендент и как раз таки Гарри. Все начинают ненавидеть избранного, особенно его завистливый друг Рон, который не замечает подставы и ведет себя как полный Дурак, да, дурак. Адекватно реагирует только МакГонагал, которая по-товарищески подбадривает мальчика, да еще Хагрид, который вообще против таких движений. В чемпионской комнате дипломаты обвиняют друг друга, отчего Дамблдор почти потрошит Гарри кишки, хотя в книге он вполне адекватно поинтересовался у школьника, точно ли тот не бросал свое имя. Грозный Глаз говорит, что единственный способ обмануть кубок — это мощное заклятие Конфундус, которое не под силу ученику 4-го курса. Но Барти говорит, что кубок может пойти к Солу Гудману и подать в суд за такое, потому Гарри придется участвовать, хотя он даже не подписывался. Правила непреложны. У мистера Поттера нет выхода. Вот теперь ты попал. И реально получается какой-то маразм. Правила непреложны, да даже на Олимпийских играх, если участнику совсем уж станет худо, он подхватит ковид, то он может отказаться. Так и представляю себе эту сцену, как Сол Гудман будет отстаивать интересы кубка в суде. Итак, ваша честь, мой клиент обратился ко мне в связи с нарушением Поттером закона от 1001 года, который подписали Пенелопа Пуффендуй, Кандида Когтевран и Годрик Гриффиндор, согласно с которым решение Кубка Огня — это обязательный магический контракт. Но ведь это абсурд. А что скажет свидетель защиты? Кубок чемпионов. Да-да, ваша честь, я называюсь кубком турнира 3 волшебников, и у меня только 3 ручки, и я не хочу, чтобы этот парень трогал меня за донышко. Решено. Поттер будет участвовать в турнире. Если надо будет, наложите на него заклинание Империус, а до этого еще лучше попытайте Круциатусом, чтобы был сговорчивей. Ну смотрите, натравлю на вас своего питона. Где-то так это выглядело бы. Да бред же, бред. Какой контракт даже без возможности обжалования? И что это за магический контракт? Это что-то вроде непреложного обеда, если его нарушить, то склеишь ласты. Непонятно. Ну как бы там ни было, друзья в комнате ссорятся, потому что Гарри не рассказал Рону, как он это провернул. А Котяуси пробует разрулить и говорит Мудроглазу, что наплевать на Барти и его дурацкие правила. Но агент убеждает
убеждает директора, что стоит пустить все на самотек. И вместо того, чтобы согласиться с разумными аргументами Минервы, Альбус соглашается с Северусом. Старый вонючий козел. Хотя на этом турнире склеить ласты проще простого, а Поттер нужен ему еще для того, чтобы победить Волан-де-Морта. И все, что делает. Великий человек Дамблдор. Так это просит, чтобы Аластер присмотрел за Гарри. Да и министерство тоже молодцы. Запретили участвовать всем 16-летним, которые уже как бы за год до совершеннолетия и до выпуска, но 14-летнему Гарри на здоровье. А что, он привык к опасности. Я смеюсь, глядя в лицо опасности. Для британской магической газеты под названием «Ежедневный пророк» нужно сделать статейку о чемпионах. И заниматься этим будет Рита Скитер, любительница сплетен и повыдумывать похлеще самого Локонса. Хотя в книге хочется сделать с ней что-то не совсем легальное, в фильме актриса отыгрывает обаятельно. Триумф всесильной прессы! И по канону она пробует манипулировать массами, из-за чего Гарри, прочитав чушь о своих родителях, психует и сжигает газету в камине. К слову, в час ночи Сириус, который по книге весь год жил с Клювокрылом недалеко от Хогвартса, забивает Гарри стрелку в гостиной Гриффиндора. Правда, делает это очень интересным способом, через камин. Они начинают беседу, в которой Сириус прямо говорит, что дела плохи, ибо турнир довольно опасная шляпа, а еще предупреждает, что дьяволы уже в замке. Это Игорь Каркаров, который был пожирателем смерти, и Барти Крауч, который отправил своего сына в Азкабан. После бродяга говорит, что чемпионы часто погибают на этом турнире, поэтому Гарри нужно держаться ближе к друзьям. Но избранный поступает с точностью да наоборот. Вместо того, чтобы сказать Рыжику, который и так его спалил, что он говорил с Сириусом, пытается выставить Рона сумасшедшим, за что тот еще больше обижается. Тем не менее, обида обидами, а поступает последний как настоящий друг. Братишка Рона Чарли, который, кстати, и приютил Норберта из первой части, привез новых драконов из Румынии, и Рон просит, чтобы Гермиона передала зашифрованное сообщение, что Хагрид ищет Гарри. Работа гонца довольно изнурительна, из-за чего Невыносимая всезнайка. психует. Ну да ладно, в запретном лесу у Хагрида состоялось свидание с полувеликаншей мадам Максим. И непонятно, чем вообще думала Роулинг, прописывая полувеликанов. Профессор Геллер, как это возможно, чтобы обычный человек мог сделать с великаншей полувеликана? Это не смешно. В зависимости от их вида, мне бы понадобился 6-метровый... Лучше бы сказала, что Хагрид великан, но Флитвик от мира великанов, из-за чего был изгнан, и тогда это было бы логичнее. Но да ладно, Гарри соображает, что первое задание связано с драконом, и учитывая, что он знает ровно 4 заклинания, которые вряд ли ему помогут против такой зверюги, он приседает на 5-ю точку. Странно, что Хагрид не предложил погладить их, вот была бы умора. А в школе вообще начинается буллинг. Все ходят со значками, что Поттер вонючка, но избранный, привыкший к тому, что об него вытирает ноги кузен, как-то вообще не реагирует на это, и как ровный парень он предупреждает вампира, что первое задание — это драконы. На Гарри наезжает чистомер, но избранный существенно подрос после прошлого года и уже не отступает, как было на уроке Хагрида, а толкает Драко. Пошел ты, козел. Тот в крысу пробует напасть, но Мститель использует трансфигурацию и превращает Малфоя в хорька, а потом еще и засовывает в штаны Гойлу. Катяуси в шоке от такого произвола и говорит, что использовать трансфигурацию на ученике строго запрещено. Аластер забирает избранного, чтобы обсудить стратегию против дракона, а также предупреждает, что его приятель-вампир колдун не хуже самого Дамблдора. Флёр де Лакур также не уступает ему в силе, и хотя Крам немного глуповат, у Каркарова своя стратегия будет однозначна. Он предлагает Гарри научиться манящим чарам, чтобы приманивать метлу, ибо это единственная годная скиллуха у Поттера. Наступает день X, и близнецы тоже решают последовать примеру Людо Бэгмана и сделать ставки на спорт, чтобы накопить на магазин. Мудроглаз заходит в палатку для чемпионов и предлагает школьникам тянуть мелкие версии драконов. И Гарри, видно, по возрасту ставят выбирать последним, и ему, естественно, достается самая отвратительная дракониха
венгерская хвосторога. Отлично, самому слабому участнику достается самый сильный дракон. Помните, что я говорил про Квиддич в прошлом обзоре? Что он похож на игру в кальмара? Так вот, даже там больше равенства, чем в этом турнире. И странно, что Дамблдор не попросил Барти как-нибудь подтасовать результаты, чтобы всем были пожестче, а Гарри дракон достался позговорчивее. Великий человек Дамблдор. А смысл задания в том, что у каждого дракона нужно отобрать яйцо, в котором будет подсказка к следующему заданию. Избранный выходит и его встречают овациями, то есть отношение у части школы точно изменилось. Правда, именно из-за них он отвлекается и начинает тупить. Вместо того, чтобы сразу использовать призыв и сравнять шансы в маневренности, Гарри принимается бегать. Это безумие. Да и кроме метлы можно было призвать шляпу из кабинета Дамблдора и вытащить меч Гриффиндора, чтобы зарезать дракона, а учитывая, что тот уже просяк ядом Василиска, дракон быстро бы откинул копыта. Но ничего этого не происходит, и в угоду зрелищности дракон рвет цепь и улетает за Гарри, чтобы пустить на кебабы. И дракон, видно, реально какой-то бракованный. Вместо того, чтобы защищать яйцо, он, как Т-1000, пробует устранить участника, а яйцо, так пускай зрители украдут. Избранный падает с крыши, и учитывая скорость полета, только одинокими вечерами можно объяснить, каким чудом он цепляется за оконные выступы. Правда, режиссер таки понимает, что парню еще 4 фильма играть избранного, и просит дракошу удариться головой о стену и самовыпилиться. Бой так себе. Скучноват. Гарри забирает. Золотое яичко. И все в Гриффиндоре празднуют. Вот только когда он его открывает, то все слышат следующее. Рон наконец понимает, что нужно быть сумасшедшим, чтобы бросить свое имя в кубок и мириться с Гарри. Далее кино демонстрирует первые намеки на объект нежных чувств избранного. Это Джоу Чанг, которую по лору внедрили еще в 3-й книге. А замес в том, что во время турнира проводится бал для 4-го курса и старше. Котяуси уже собирает тусовку и просит Рона с ней потанцевать. Бедный Рыжик, будто мало ему было унижения от старой раздолбанной мантии для сего действа. Это не для Джинни, а для тебя. Но вот проблема. Парням неудобно подойти к девушкам и пригласить их. В книге у Гарри была такая же неловкость, и на вопрос МакГонагал, с кем он придет, тот поинтересовался, неужели он должен быть с девушкой. На что Котяуси подколола его и сказала, что если избранный хочет, то может позвать Невилла. Рон же настолько отчаялся, что решил пригласить Гермиону, но она уже согласилась пойти с Виктором Крамом. Только тихо, пока это секрет. Ибо тут пропущен важный момент из книги. Перед уроком Снейпа Малфой напустил на Гермиону заклинание, которое увеличило ей и без того большие зубы. А после мадам Помфри ее лечила и выровняла ей зубки бобра, которые у нее были по лору. Гарри таки набирается смелости и приглашает Джоу, но выясняется, что она уже согласилась пойти с другим. А Рыжик вообще подошел к Флёр де Лакур, и хотя она его отшила, Рон красава, что не зассал. Вот только в ответ на отказ он начал орать и обвинять ее. Он первым начнет орать и обвинять тебя. Гарри таки решает уладить проблемы с пассиями и приглашает 2 сестер-мулаток, которых странно, что никто не пригласил. Видно, в школе масса расистов. Убей меня, Гарри. Гермиона же спускается как ангел и идет с Болгаром, отчего у Рона впервые закипает злобная ревность. Выясняется, что Гарри в составе остальных участников должен будет танцевать среди первых у всех на виду. Эти танцульки выглядят примерно как танцы Чендлера и Моники. У меня хорошая новость, кажется, на нас никто не смотрит. И в фильме очень здорово складывается общение Хагрида и Оливии, хотя в книге она отрицала, что полувеликанша, и вообще говорила, что высокая да кость широкая. Внезапно оперу профессора Флитвика прерывает рок-группа и начинается реальный движ, а Рон ссорится с Гермионой, что та отжигает с каким-то там высоким болгаром, а не с ним. Какая муха тебя укусила? Рыжик доводит всезнайку до истерики, и та плачет на лестнице, а избранный ложится спать и снова видит сны в Матрице. Вот только в этот раз его приветствует сам Темный Лорд и вместо дворника отправляет обратно в реальный мир.
Дежавю. После Нового года выясняется, что Гарри валенок и до сих пор не разгадал тайну яйца. Вампир пробует вернуть должок, но в отличие от избранного делает это довольно странно. Он говорит посетить ванную для старость и взять туда яйцо, вместо того, чтобы попросить напрямую открыть его под водой. Гарри снова совершает всю ту же ошибку и слушает веселенький трек. Благо к нему подкатывает Плакса Миртл, которая предупреждает, что видела в школе оборотное зелье и говорит, что Седрик опускал яйцо под воду. Наконец-то Гарри понимает, что ему придется побыть целый час под водой. И так как магией древних демонов он не владеет, как Шиндю, и отращивать жабры не умеет, до него доходит, что задание будет проблемным. И тут Миртл натурально пристает к избранному. Ах, вот на это, значит, тратить наше время можно, а на Люда Бэгмана нельзя было потратить минутку, да? И тут фильм снова делает отличную вещь. Вместо вырезанного Добби, который украл жабры с Лью Снейпа, тут их стащил Невилл. В принципе, это логично, ибо иначе зачем было вообще внедрять сцену, что профессор Стебель похвалила Невилла перед Грюмом? Правда, это создает и небольшую сюжетную дыру. Невилл до ужаса боится Снейпа, как мы знаем из третьего фильма, и вряд ли бы стал у него воровать. Близнецы продолжают делать ставки на спорт, а избранный что-то не сильно благодарен Долгопупсу. Ты не намного лучше Рона и Гермионы. Хотя на самом деле он сказал, что Невилл куда лучше их. Смысл самого испытания вот в чем. У каждого участника украли кое-что ценное, и нужно найти это за час. Гарри превращается в амфибию и довольно быстро находит в Черном озере Рона и Гермиону. И, господи, какие же здесь страшные русалки. При первом просмотре у меня это вызвало тот еще шок. Тем не менее, они тут следят за порядком, и забрать 2 человек не позволяют. 4 тела для 4 участников турнира. Флёр не смогла продолжить соревнование, и если за Гермионой пришел болгар, а за Джоу спустился вампир, то Гарри, который может забрать только Рона, решает, что нужно спасти еще и сестру Флёр, Габриэль. С горем пополам ему удается вытащить 2 на поверхность и выпрыгнуть самому, предварительно, правда, подравшись с морскими чертями, которых называет Гриндилоу. Они хотели, чтобы Гарри сначала снялся в аниме про тентакли, а уже потом возвращался на поверхность. Но Поттер натурал и на такое отвратительное предложение ответил: Пошел ты, козел. По лору королева русалок подплыла к Дамблдору, чтобы рассказать, что Гарри прибыл на место первым. Поэтому, хотя он финишировал последним из-за того, что спасал сестру Флёр, ему присудили 2 место. Наконец-то Дамблдор воспользовался своими полномочиями организатора и хоть что-то сделал для Гарри. Правда, особого преимущества от этого не будет, ибо турнир такой же странный, как гонка на Обане, когда врата в последней гонке самые высокие по очкам. И даже аутсайдер может победить, но об этом позднее. Тут Дамблдор говорит какой-то бред, что надо погружаться. Хотя по факту он имел в виду, что нужно спуститься. Барти Крауч пристает к Гарри со своими расспросами, да только его прерывает профессор Грюм. И тут Чинуша узнает странный нервный тик с языком, как у его сына. Из-за того, что он спалил конспирацию, в тот же вечер распрощался с жизнью. В этот раз Гарри уже идет к директору, где подслушивает разговор с министром магии. Тот говорит, что он не ссыкло и отменять турнир из-за одного трупа не будет. Аластер палит избранного, а министр решает, что пора бы и честь знать. Альбус предлагает Гарри немного поесть лакричных конфет. Правда, как и птица Сириуса, они кусаются. Любопытный малый случайно натыкается на интересный артефакт, который нам показывали ранее. Это омут памяти, в котором можно просматривать свои воспоминания. Избранный падает в воспоминания Дамблдора, и тот, будучи крутым колдуном, входил в совет так званого Визингамота, Верховного суда волшебников Британии. И на этом заседании показано, как судили Каркарова, который нагло сдавал своих подельников, в том числе и любимого нами Северуса Снейпа. Дамблдор вписывается за своего протеже и говорит, что тот уже искупил свою вину кровью. Я кровью искупил! Там-то Каркаров и упоминает, что один из тех, кто пытал родителей Невилла, был Барти Крауч-младший. И в фильме он буквально ведет себя как какой-то неадекват, хотя в книге это был робкий мальчик, который, хотя и пытал Фрэнка и Алису Долгопупс, но умолял родителей не отправлять его к дементорам. И весь Визингамот думал, что, может, его подставили. Меня втянули во все это. Мудроглаз
палит избранного, и тот выкладывает, что он видит сны о Волан-де-Морте, и старик понимает, что часть души Змеелика живет в самом Поттере. Но вместо того, чтобы сказать ему, морозится и говорит, что все норм и лучше забыть о снах. Поттер уходит, но как назло натыкается на разговоры бывших пожирателей. Снейп же давно спалил, что кто-то ворует у него запасы и грозится в следующий раз подлить Гарри сыворотку правды за то, что тот своровал у него жабросли и ингредиенты для оборотного зелья. И Поттеру так надоели ложные обвинения, что он решает постоять за себя и идет в отказ. Но с выяснениями, зачем парню оборотное зелье, агент опоздал на пару лет. Начинается третье соревнование, суть которого проста – найти кубок в лабиринте. И преимущество Гарри и Седрика только в том, что они раньше заходят в лабиринт, в котором все оказываются в абсолютно равных условиях. И по-правильному, учитывая, что Флёр продула предыдущее задание, она не должна была быть допущена, и вообще весь шарм-батон нужно было отправить домой. Кстати, из лора вырезан огромный кусок лабиринта с разными монстрами и сфинксом, который задает загадки. Зато сам лабиринт настолько огромен, что непонятно вообще, откуда у Хогвартса такие земли. Видно, профессор Ксавье подкинул коллеге на 100 гектаров. Но да ладно, Аластер уже заколдовал Крама, чтобы тот выбил из игры всех, кроме Гарри, поэтому Флёр сразу же падает, а Поттер, пытаясь помочь ей, зовет на помощь. К слову, 5 преподавателей, включая Флитвика и МакГонагал, постоянно дежурят за лабиринтом, чтобы в любой момент вытащить участника, хотя в фильме чемпионы явно сами по себе. Да только, как и говорил Мститель, Седрик по скиллам не хуже Дамблдора в юности, и нападение одержимого Крама заканчивается отключкой Болгара. Сильные воины или слабые рабы? Далее они с Гарри начинают драку за кубок, вот только вампир падает и попадается в дьявольские силки из первой части. Поттер, будучи ровным парнем, решает поделить победу со своим однокашником, ибо оба они отстаивают честь Хогвартса, а так им делить нечего, ну кроме Джо. Вот только благородная идея Гарри оборачивается против Седрика. Они оказываются на кладбище из Кошмара Избранного, где Волан-де-Морт просит Хвоста устранить лишнего мальчишку. Исполню с радостью. И Седрик отправляется на пробы в Сумерки, а тут вступает в ход истинная черная магия, готовится уникальное зелье – суп из властелина. Для этого нужно взять кость отца без согласия, и интересно, как у скелета можно попросить его кость с согласием. Также немножко плоти верного слуги, который тот отсекает от себя добровольно, и кровь врага, которую взяли силой. После чего темный лорд воскресает во вполне себе человеческой оболочке. И насколько же крут Ральф Файнс в образе Волан-де-Морта, даже без красных глаз это страшно. Змеелик вызывает на стрелку всех своих бывших соратников и говорит, что он разочарован. А Хвост вроде и не чувствует потерю руки и еще более колоссальную потерю крови, ведет себя так, будто оцарапался. Мудлан, ты даже не представляешь, как она болит. Это не какая-нибудь царапина, идиотина. Темный лорд отчитывает всех, кто не пытался его искать, в том числе попадает и нашему блондинчику Люцию. Вернулся только Питер, правда из страха, и фильм теряет важный момент, что от страха расправы от старых друзей, а не страха к Волан-де-Морту. Но все-таки тот решает подарить Хвосту магическую руку взамен отрезанной. Том замечает симпатичного мальчика, собственно, каким он и сам был когда-то, но Гарри говорит, что его красота не позволяет его лапать. А тут Змеелик и выдавливает, что легенду Гарри породила мерзкая и грязная ложь. Триумф всесильной прессы! Как оказалось, Лили Поттер использовала древнюю магию, которая и спасла Гарри от смертельного заклинания, а Волан-де-Морта превратила в эмбрион, который и выжил только потому, что у него были резервные копии. Тот вызывает парня на дуэль, как во втором фильме, но кланяться Гарри отказывается, хотя это делает даже Волан-де-Морт. После пары оплеух Поттер понимает, что ему не уйти, и решает уйти из жизни как мужчина. Убей меня как мужчину. Или ты хочешь убить меня как овцу? И выходит на последний бой, но так как у их палочек одинаковой сердцевины, да еще и они связаны духовно из-за души Волан-де-Морта внутри Гарри, палочки соединяются в потоке, и из палочки Змеелика появляются 5 душ последних убитых этой палочкой людей, хотя по версии фильма их было только 4 – Седрик, Дворник и родители Гарри. Те отвлекают Воланда, и Гарри с телом Седрика ливает подальше с этой вечеринки.
А вот и не страшно. Он приносит в Хогвартс страшные известия, что Темный Лорд вернулся. Амос оплакивает сына, и вот это в фильме сделано реально круто, ведь учитывая его характер в книге, там ему сочувствовать из-за Седрика и близко не хочется, а тут ты прямо делишь с отцом его потерю. Грюм забирает Гарри, да только у него заканчивается оборотное зелье, и он решает раскрыть свои карты. Да что у пособников Волан-де-Морта за привычка раскрывать все свои планы, видно, учились у своего господина. Но Дамблдор, которого Снейп предупреждал о том, что кто-то ворует из его запасов, наконец-то сообразил, что засланный казачок — это его лучший друг Аластер, ибо настоящий Грюм никогда бы в жизни не забрал Гарри у Дамблдора в такой момент. Он прибегает в сопровождении агента и Котяуси, и тут окончательно оборотное зелье перестает действовать. Настоящий Грюм сидит в сундуке, пока его целый год заменял Барти Крауч-младший. Его отправляют в Азкабан, хотя в книге Фадж зашел с Дементором, и тот выкачал из него душу своим поцелуем. После Гарри отправили в больничку, где министр передал ему приз за победу в 1000 галеонов. Но Поттеру не нужны эти кровавые деньги, и он предложил их сначала родителям Седрика, а после и вовсе отдал близнецам Уизли на открытие их магазина. Кроме того, проведать Гарри приехали и родители Рона. Дамблдор сказал, что нужно собирать орден, и тут прибегает собака, которая превращается в Сириуса, который весь год жил возле школы. Молли Уизли в шоке, что здесь делает Сириус, но Мудроглаз объясняет, что все в порядке. Ну а в фильме режиссер решил все это проигнорировать, пусть кто-то другой занимается этим, и Дамблдор, вопреки цензуре министерства, говорит, что Седрика Диггори устранил лорд Волан-де-Морт. Фильм заканчивается на том, что обе делегации отбывают к себе домой. Что тут скажешь, эта картина однозначно худшая из первой четверки. Да, кино вполне смотрибельное, а если еще и не читать книгу и не быть знакомым с лором, даже может быть замечательным. Правда, так как четвертая книга многими считается лучшей в серии, ее последовательность и сюжет с турниром действительно сложно полностью испортить. Но для меня, читавшего все книги, этот сюжет представляет из себя не полноценную красивую штору, а весьма подертую котом Гермионы тюль. Какими-то моментами вроде борьбы за права эльфов в лице Гермионы действительно можно пожертвовать и ничего не изменится, но есть важные для понимания сюжеты и подсюжеты, которые влияют и на этот, и даже на следующие фильмы. Конечно, кино — это в первую очередь коммерческий продукт, и уже на этапе разработки этой картины была мысль разделить сюжет на две части. Непонятно, почему братья Ворнеры были против, ведь год спустя это провернет Люк Бессон с его Артуром и Минипутами, а после и они сами. Но это мое личное мнение, да и вообще, дальше не то, что будет сильно лучше, но об этом мы поговорим в следующих видео. А пока, все, кто достиг 17, бросьте свой комментарий в наш Кубок Огня.